Поклонімся Господа, Він на плечі прости, на небесах поселив. Поклонімся Господа, це новий ім'я Господа, Він на плечі прости, на небесах поселив. Поклоняємо ми Богу люди нині. Чуєм голос Його, готові вітати. Поклоняємо ми Богу люди нині. Чуєм голос Його, готові вітати. Поклонитися Господа, це новий ім'я Господа, Він нам гріхи простив, на небесах поселив. Поклонитися Господа, це новий ім'я Господа, Він нам гріхи простив, на небесах поселив. Поклоняємось ми Богу друзі нині. Чуєм голос Його, готові вітати. Поклоняємось ми Богу друзі нині. Чуєм голос Його, готові вітати. Поклонитися Господа, це новий ім'я Господа, Він нам гріхи простив, на небесах поселив. Поклонитися Господа, це новий ім'я Господа, Він нам гріхи простив, на небесах поселив. Поклоняємось ми Богу друзі нині. Чуєм голос Його, готові вітати. Поклоняємось ми Богу друзі нині. Чуєм голос Його, готові вітати. Поклонитися Господа, це нове ім'я Господа, Він нам гріхи простив, на небесах поселив. Поклонитися Господа, це нове ім'я Господа, Він нам гріхи простив, на небесах поселив. Він нам гріхи простив, на небесах поселив. Він нам гріхи простив, на небесах поселив. Господь царює, нехай тремтять народи, Він сидить на троні між херувимами, нехай тремтить земля, великий є Господь на Сіоні. Він прославлений усіма народами, нехай шанують Твоє величне і святе ім'я. Всемогутній цар любить правосуддя, Ти встановив безсторонність, і вчинки Твої в Ізраїлі були справедливі і вірні. Звеличуйте Господа, нашого Бога, поклоніться низько Йому, бо Він святий. Коли Мойсей, Арон і Самуїл, його пророк, просили допомоги в нього, він давав їм поміч. Він говорив до них з хмарного стовпа, і вони виконували його доручення. Господи, Боже наш, Ти почув їхні молитви. Ти був для Ізраїля прощаючим Богом, хоч Ти карав їх за їхні злочини. Звеличуйте Господа, нашого Бога, і поклоняйтесь Йому на святій горі Його, бо святий є Господь наш Бог. Хто як ти мене
мені шепоче про свою любов. Поклоняюсь біля ніг твоїх, то як ти мене потішив мій, то як ти пролив за мене кров, то мені шепоче про свою любов. Чи ти то як ти мене потішив мій, то як ти пролив за мене кров, то мені шепоче про свою любов. Поклоняюсь біля ніг твоїх, то як ти мене потішив мій, то як ти пролив за мене кров, то мені шепоче про свою любов. Чи ти той, хто направляєш нас, ти той, хто ведеш нас, ти той, хто оберігаєш нас, ти той, хто даєш для нас силу, ти той, без котрого ми не можемо прожити ні одного дня, ні одного часу, ні однієї хвилини, ні однієї секунди. Ти є наше життя. І ми хочемо і будемо славити Тебе, і будемо поклонятися святому Твоєму імені, тому що Ти є наш Бог, Ти є наш Господар, Ти Спаситель наш. Слава Тобі!
прославляю Тебя, Иисус, только Ты мой Бог, и потому я пою. Иисус, я люблю Тебя, Иисус, я прославляю Тебя, Иисус, только Ты мой Бог, и потому я пою. Хвала Иисусу. Приветствую вас, дорогие друзья. Я вспоминаю одну евангелизацию, присядьте, пожалуйста, которая была в городе Ленинграде, где был Ники Круз, и я также там немножко участвовал. Мне очень много рассказывали о брате Давиде Вилькерсоне, и я очень рад и благодарю Господа, что могу видеть вас. Разрешите мне пожать вашу руку и поприветствовать. God bless you. Вы знаете, вчера как тему, которую затронул Давид Вилькерсон, мне очень близка семейные отношения. Мы сегодня приехали с маленькими двумя сыновьями и споем одну песню. Вова, Артем, идите сюда. Одну песню, которая посвящена моей маме. Я ее написал тогда, когда покаялся, пришел к Господу и сказал: «Мама, прости меня». И я помню, как она долго и долгими ночами молилась за меня. Поэтому это посвящена песня также всем мамам, всем бабушкам, всем женам, которые молятся за своих сыновей и дочерей, за мужей. Третья песня. Я прошу извинить.
свете, только самая нежная мама, наша мама, что детям столько сил и любви отдала, ты теплом твоих рук самый лютый мороз согревала, словно птица птенцов укрывала от всякого зла. Как мы часто шалили, как мы часто тебя огорчали, мы не видели столько, из-за нас проливала ты слез. В суете наших дней мы совсем еще не замечали на твоей голове серебристого цвета волос. Наша милая мама, ты совсем еще не постарела, как же нежен твой взгляд, как далекого детства года, все почти как тогда, только ростом поменьше ты стала, но для взрослых твоих сыновей молодою ты будешь всегда. I will get directly to my message. Я хочу начать сразу же с проповеди. I want to talk about the human touch of God. Я хотел бы говорить о человеческом прикосновении Бога. Again, I want to thank you for being so open to the word of the Lord. Я хотел бы вас снова поблагодарить за то, что вы настолько открыты Слову Господню. We have another session coming this afternoon, У нас будет еще одно занятие сегодняшним днем. and a meeting we're looking forward to with great anticipation. That's tonight И at затем 6:30. служение, которого мы ждем с большим нетерпением сегодня в 6:30. We believe the Lord's going to cap this conference tonight with a wonderful outpouring of His Holy Spirit. Мы верим в то, что Господь Духом Святым будет управлять этой конференцией. I want to talk about the human touch of God. Я хотел бы проповедовать и на тему «Человеческое прикосновение Бога». If a man is really touched by God, Если человек получил прикосновение от Бога, he becomes more and more aware of the day he has to stand before the judgment. больше и больше он осознает, что грядет тот день, когда он будет стоять на суде пред Богом. It has nothing to do with your age. И это не имеет отношения к вашему возрасту. But you see, there's a judgment day coming. Но видите, для каждого из нас судный день грядет. And there's one criteria of that judgment. И будет единственный критерий на этом судном дне. When I stand before God, Когда я стою пред Богом, He's not going to be interested in anything I've built for Him, Ему будет неинтересно, что я построил для Него. any of my books, Ему не будет неинтересно, сколько книг я написал. not the great things I've accomplished, if there have been any. Или какие большие дела я сделал, если были таковы. One criterion. Единственный критерий. How did I represent Christ to the world? Каким образом я представлял Иисуса Христа миру? How did I make Jesus appear to the world? Каким образом я открыл Иисуса миру вокруг меня? You see, you can be shut in with God like Moses. Видите ли, вы можете быть наедине с Богом, подобно Моисею. You can have the revelation of Daniel, У вас могут быть откровения Даниила. sanctified like Paul, Вы можете быть освящены, подобно Павлу. preach as bold as Peter. Вы можете проповедовать тем же дерзновением, с которым проповедовал Петр. But those are not the standards of judgment. Но это не есть стандарт, на основании которого мы будем судимы. We must all appear before the judgment. Мы все придем на день судный. How did I represent Christ to the world? Каким образом я представляю и репрезентирую Иисуса Христа этому миру? He established one standard of judgment at the day of Pentecost. Он показал единственный стандарт, на основании которого люди будут судимы в день Пятидесятницы. Now, at the time of Pentecost, Rome was in power. Когда была Пятидесятница, Римская империя правила.
and you could go from the Euphrates all the way to the Atlantic Ocean, И вы могли пойти от Евфрата до Атлантического океана. the whole domain of the Roman Empire, Это было все под правлением Римской империи. and you would have seen monuments and institutions to the Roman heroes. И вы могли видеть монументы и различные учреждения, построенные для поклонения римским героям. They built palaces everywhere. Там строили различного рода дворцы по всей земле. But in the whole Roman Empire, Но во всей Римской империи, from the Euphrates all the way to the Atlantic, от Евфрата до Атлантического океана, you would not have found one institution for the poor, вы не найдете ни одного учреждения, созданного для бедных, not one institution for the hurting. ни одного учреждения, созданного для поддержания боли в сердцах людей. This is the time element when Pentecost was poured out on the earth. И это был период времени, когда Пятидесятница произошла. That was the Roman society of the day. Это было римское общество того времени. They had no time for the poor. У них не было времени уделять бедным. The poor were mocked and ridiculed. Над бедными смеялись. At the same time, the Jewish culture, И в то же самое время еврейская культура hatred for the poor. ненавидела бедных. Pharisees were selling the houses of widows, stealing the houses of widows. Фарисеи продавали дома вдов, воруя у них тем самым их имущество. The wages of the poor were being held back, the scripture says. Библия говорит о том, что зарплата бедных людей, она удерживалась их господами. The doctrine of the Pharisees and the scribes is that you were poor because you're paying for your sins. И фарисеи и книжники говорили бедным: вы бедны, потому что вы заплатили цену за грех ваш. And in the middle of this self-covetous world, И посреди этого эгоистичного мира the Holy Spirit came upon a holy remnant. Дух Святой зашел на святой остаток And you Божий. know what Pentecost was. И вы знаете, что такое была You Пятидесятница. see fire falling from heaven. Вы видели огонь, снисходящий с неба. You see a house shaken. Вы видели дома, которые And сотрясались. you see people speaking in tongues. Вы видели людей, говорящими на языках. And you find the multitudes marveling at this miracle. И мы видим большое количество людей, которые удивлялись этому чуду. Unlearned men were speaking languages they had never learned. Простые люди говорили на языках, которых они никогда не знали. You hear of praise and power, Вы слышите прославление, и вы видите, и они видели силу, signs and wonders, чудеса и знамения, convicting preaching. обличающее проповедование Слова And Господня. the whole population is saying, what does this mean? What's going on? И все спрашивали, что это обозначает, что происходит. Now, of course, God was giving power to witness to the world. Естественно, Господь давал силу свидетельствовать миру. Now, who was there at Jerusalem at the time Pentecost fell? Кто был в Иерусалиме, когда произошла Пятидесятница? Who was witnessing this miracle? Кто засвидетельствовал это чудо? The Bible said, amazed people marveled when they heard every man speak in his own tongue. Библия говорит о том, что люди, они изумлялись и дивились, когда они слышали людей, говорящих на этих языках. Parthians, Medes, Elamites, Парфяне, медяне, елемиты, people from Mesopotamia, Judea, и жители Месопотамии, Иудеи, Cappadocia, Phrygia, Каппадокии, Понта, Pamphylia, Иасия, Egypt, Фригии и Памфилии, Египта, Libya, Cyrene, частей Ливии Rome, и Рима, Crete, Arabians. из Аравии, из Крита. When these witnesses from all these countries go home, Когда эти все люди, свидетели Пятидесятницы, возвращались домой, what is the witness they're going to take? какое будет их свидетельство людям, которые живут рядом с ними? They're going to talk about the miracle of the outpouring. Они будут говорить о чуде излияния Духа Святого. Many of them are unconverted. Многие из них не пришли к Иисусу. There were 5,000 saved. Было 5000 человек спаслось. That was a small portion of the hundreds of thousands there in attendance. Это была лишь малая часть сотен тысяч людей, And которые they're были в going храме back. там. They're going back to Arabia. They're going back to Crete. И они возвращались обратно в Аравию и на Крит. What are they going to talk about? О чем они будут говорить? They say, yes, we heard men unlearned speak in our own language, Они говорили: да, мы слышали людей, необразованных, говорящих на наших языках. but they were not in the building when it was shaking. Но они не были в том здании, которое тряслось. They may talk about signs and some wonders that they saw, Они могли говорить о чудесах и знамениях, которые они видели. but what was the witness of Christ? Но какое было свидетельство Иисуса Христа для них? What are they going to tell the world? Что они скажут миру? I'm going to come now to one of the most neglected events of Pentecost.
И я хотел бы сейчас говорить об одном из самых непринимаемых частей Пятидесятницы. I'm 71 years old now. Мне уже 71 год. And I've heard all kinds of preaching on Pentecost. Я слышал различные проповедования на тему Дня Пятидесятницы. And I've never heard of this event preached. Я не слышал о том, как было проповедано следующее событие. I've never heard a man preach what I'm going to tell you now. Я не слышал никого проповедующего события, о котором я хотел бы вам And сейчас I am not рассказать. boasting of some kind of new revelation. Я не пытаюсь хвастаться каким-то новым откровением. You don't need a fresh revelation. It's all clearly revealed right here in the Word. Вам не надо нового откровения. Здесь в Слове Господнем все сказано четко и ясно. Here's an event that we don't hear anything about. Вот то событие, о котором мы слышим настолько мало. When you hear of signs and wonders, Мы слышали о чудесах и знамениях. and when you hear of Pentecost, И когда мы слышим о Пятидесятнице, what comes to your mind? что в первую очередь приходит в ваше сознание? Power, Сила, witnessing, свидетельство, miracles. чудеса. All of these things are there. Все эти вещи происходили в день All of things are Пятидесятницы. good. И все это хорошо. But let me tell you about the greatest miracle of Pentecost. Но позвольте мне сказать о самом большом чуде Дня It Пятидесятницы. has to do with for sale signs. И это чудо относится к знакам для продажи. Let me tell you again, Позвольте мне еще раз вам сказать. the great miracle of Pentecost Великое чудо Дня Пятидесятницы. were all the for sale signs. Были все знаки выставлены для продажи, которые говорили для продажи. The scripture said, Библия говорит, all who believed were together, все уверовавшие были вместе, had all things in common. и у них было все общее. They sold their possessions and goods, Они продавали имение и всякую and собственность, parted with them to all men, и разделяли всем, смотря по нужде as каждого. every man had need. Смотря по нужде каждого. Neither was anyone among them lacking. И не было неудостающих людей, For as those who had possessions of lands ибо те, у кого были земли and houses, и дома, they sold them. они продавали They их. brought the price of the things that were sold. Они приносили цену за те вещи, которые они They laid продавали. them down at the apostles' feet. Они приносили их к ногам апостола Distribution was laid to every man's need. и раздавали по нужде каждого. This was the biggest flea market in the face of the earth, Это был самый большой блошиный рынок or на земли. rather in Jerusalem. Или в Иерусалиме, вернее. All who believed Все, кто уверовал, sold their possessions and goods. продавали свои имения и собственность. Every street corner, На каждом углу, every gate of the city. на каждом из ворот города. God's people were out on the streets. Божьи люди были на улице. They were selling their goods, Они продавали свои their имения, pots and pans. свои миски, свои сковородки. They were selling possessions, clothes. Они продавали свою одежду и свою собственность. Now please don't think that they were selling all of their houses. Пожалуйста, не думайте, что они продавали все свои дома. First of all, that's unscriptural, В первую очередь, это не соответствует Библии. because first of all, the Lord said, if a man does not provide for his own, he's an infidel. Потому что Библия говорит о том, что если Господь не обеспечивает свою семью, Он отступник. The Bible said they went from house to house worshiping the Lord. Библия говорит о том, что они шли из дома в дом, и там поклонялись Богу. The Bible said they were to take care of the widows over 60. И Библия говорит о том, что они заботились о вдовах, кому было больше 60 лет. If they sold their immediate houses, the houses they lived in, they couldn't fulfill these scriptures. Если бы они продавали, каждый из них продавал эти дома свои, то они не могли бы, тогда их Писание тогда не исполнилось бы. But others had lands they didn't need. Но у людей, возможно, были земли, которые им не нужны We были. would call them vacation homes. Мы можем называть это как то, что у нас соответствует понятию дачи. But everyone, rich and poor, Но каждый, бедный и богатый, they were on the streets, они были на улице, and they were selling. и они продавали. And all of those who had been at Pentecost Все, те, кто были во время Дня Пятидесятницы, heard them prophesy, слышали их speak пророчествующие, in their languages, когда они говорили на их языках, and hear the convicting word. и они слышали слово Now обличающее. they see them out on the streets. И теперь они видели всех их на улицах. And there's a testimony that goes with this sale. И было свидетельство в этой распродаже. The talk in the cafes, in the restaurants, all over the town. Люди разговаривали в кафе и ресторанах по всему городу. What's going on? Что происходит? What do these people know? Что эти люди Is знают? there something coming? Are they selling? Are they going to leave the city? Произойдет ли что-то невероятное, почему они продают свои имения, они сразу же уедут из Has the города? prophet said this city is going to be destroyed now? Сказали ли пророки, что этот город будет разрушен? I can imagine two
businessmen in a cafe. Я могу себе представить двух бизнесменов, которые сидели в кафе. They are not believers. Они неверующие. Well, one businessman says to another, И один бизнесмен говорит другому: I've been trying to buy a lot on the main street for years, я пытался на протяжении многих лет купить участок земли. but this Pharisee kept raising the price, Но этот фарисей, он поднимал цену. and I couldn't deal with this man. Я не мог ничего поделать с этим человеком. But he comes in this week, И он пришел на этой неделе. and he said, do you want to buy this yet? И он спросил: хочешь ли ты еще ее купить? And he offered me a decent price. И он дал мне хорошую цену. And I said, what changed your mind? И я спросил, что поменяло твое мышление. He said, I'm a Jesus person now. Он сказал: я принадлежу Иисусу теперь. And I want to show the world what Jesus is like. Я хочу показать миру, каков Иисус. And by the way, everything I get from this sale, И, между прочим, все деньги, которые я получу от этой продажи, I'm taking it to the church, я это отнесу в церковь. and I'm going to lay the money down, И я положу эти деньги. and I'm going to use it to feed the poor, И они будут использованы для того, чтобы накормить I'm бедных, going to support the widows поддерживать вдов and the fatherless, и людей, и сирот. because the Jesus I serve, Потому что Иисус, которому я служу, the Jesus I love, Иисус, которого я люблю, He ministered to the widows, Он служил вдовам, He ministered to the poor, Он служил бедным. He had no place to lay His head. У него не было места, где он мог преклонить голову And this свою. is my witness to you. И это мое свидетельство вам. This is my Christ, Это whom I мой serve. Иисус, которому я служу. And this was the real sin of Ananias and Sapphira. И это был грех Анания и Сафиры. It was a lie to a man, because if you lie to a man, you're going to lie to the Holy Ghost. Это была ложь человеку, потому что если вы солжете человеку, то вы солжете Духу Святому. And you see, they sold a piece of land. Видите ли, они продали свой участок земли. And no doubt they had given a testimony. И, без сомнения, они свидетельствовали об They этом. said, we need this amount of money, Они могли сказать: нам нужны эти деньги, because we're going to give it all to the poor. потому что мы раздадим их бедным. And they come to the disciples, И они подошли к ученикам, and they hold back part of the price. и они удержали часть из цены проданного. But you see, the sin, here is the sin against the Holy Ghost. И вот в чем заключался грех против Духа Святого. The Lord didn't care if they kept a part of it back, Богу было все равно, оставили ли они часть себе этих денег. but they had misrepresented Christ. Но они неправильно представили Иисуса Христа. They told the buyer, Они могли сказать продавцу: every dollar you give us, каждый доллар, который вы даете we're нам, going to give to the poor. мы отдадим бедным. And that was the lie. И это была ложь. You lied to a man, you lied to the Holy Ghost. Вы солгали человеку, вы солжете Духу Святому. When you talk about that which is going to the poor and the needy, Когда вы ведете речь о том, что идет к бедным и нуждающимся, when the Twin Towers fell in New York City, когда обе башни торгового центра разрушились в Нью-Йорке, there was an outpouring of money. Everybody was raising money. люди, они жертвовали деньги, все люди жертвовали деньги. People sent money to our ministry. Люди посылали деньги в наше In служение. just a few weeks, we had $1 million. Через неделю у нас было около $1 миллиона долларов And собрано. the Holy Spirit spoke to us. И Дух Святой сказал нам: Every single dollar каждый доллар, must go for the widows and the children of those men who died, каждый доллар, он должен быть пожертвован вдовам и детям тех людей, которые the умерли. firemen and the policemen. Пожарники и Every полицейские. dollar. Каждый доллар. So we wrote out a check for the police department. Поэтому мы выписали чек для полицейского департамента. And we went to the head of the we went to the police chief. И мы пошли к главе полиции в Нью-Йорке. And we said, we want to present you this check. И мы сказали: мы хотели бы вам дать этот чек. We went to the fire department Мы пошли в пожарную бригаду. and we gave them a check. И мы также дали им чек. Every dollar, Каждый доллар. not one single dollar was spent for something else. Ни один доллар не был потрачен на что-то другое. Because you see, that was designated for the poor, Потому что, видите, это предназначалось for бедным, the widows and the fatherless. вдовам и сиротам. The Red Cross Красный Крест in the United States в Соединенных Штатах, raised millions and millions of dollars они собирают миллионы и миллионы долларов and kept half of it for their other expenses. и удерживают половину из этого для своих расходов. Made headline news. Это стало новостью во всех средствах массовой информации. There were ministries, Целые служения, even television Christian ministries, даже христианские телевизионные служения, raised millions of dollars они собирают миллионы долларов and misspent much of it.
И они неправильно тратят часть из And now этого. the government is catching up with them. И теперь правительство начинает преследовать их. See, this was the problem with Ananias and Sapphira. Видите ли, это была та же самая проблема Анании и Сапфиры. He said, every dollar is going to feed the poor. Они сказали, на каждый из этих долларов мы будем тратить на то, чтобы кормить бедных. Now, let me tell you how serious this is with God. Позвольте мне сказать, насколько это серьезно пред Богом. I read in the newspaper Я прочитал в газете here in the United States в Соединенных Штатах, that Saudi Arabia Саудовская Аравия was holding television telethons. проводила телевизионный крусейд. And they were raising money И они собирали деньги for the families of the terrorists who blew up our towers. для семей террористов, которые взорвали башни торгового центра. And in the telethon, И когда поступали телефонные звонки, a princess donated a Rolls-Royce. принцесса, она пожертвовала Rolls-Royce. A man called in and offered his kidney. Один человек позвонил и предложил свои почки. A young woman offered her dowry of $17,000. Другая женщина пожертвовала свое предание стоимостью $17,000. People flooded to the television station. Люди, они шли к телевизионной станции. This was in Riyadh in Arabia. Это происходило в Саудовской Аравии. People gave clothes, Люди давали одежду, bags of rice, мешки с рисом, sugar, сахар, gold jewelry. золотые принадлежности. They stuffed cash into boxes. Они складывали деньги в ящики. All for the sake of Allah. Все ради Аллаха. We want to show the world who Allah is, Они говорили, мы хотим показать миру, кто такой Аллах. how compassionate He is. Насколько сострадателен Он. Do you understand why it is so important that we represent who Jesus is? Понимаете ли вы, почему это настолько важно, чтобы мы показывали, кто есть Иисус? Now the scripture says that the Christians went from house to house, fellowshipping and breaking bread. Библия говорит о том, что христиане шли из дома в дом, общались и преломляли хлеб. The Bible said they continued steadfastly in the apostles' doctrine. И Библия говорит, что они продолжали учение апостолов. What was the doctrine that they were being taught? Какой доктрине их учили? What were the apostles teaching these new converts? Чему апостолы учили новообращенных They've людей? been filled with the Holy Ghost. Они были наполнены Духа Святого. Is it God's plan that they just go from house to house and talk in tongues? Был ли это план Божий, чтобы они шли из дома в дом и говорили на языках? Is it God's program that they just fellowship Была ли это воля Божья, на то, чтобы они просто общались? and they just stick together И чтобы они были просто вместе? and not go out and reach the world? И не шли для того, чтобы достигать мир? Here's the doctrine of Jesus. И вот какова доктрина Иисуса Христа. But the Comforter, Но Утешитель, which is the Holy Ghost, который есть Дух Святой, whom the Father will send in my name, которого Отец пошлет во имя Мое, He shall teach you all things. Он научит вас всему, He'll bring all things to your remembrance. и Он напомнит вам все. Everything I've spoken. Все, что я говорил вам. What had Jesus just spoken before He died? Что Иисус сказал прямо пред смертью Своей. In Matthew 26, He talks about His departure. В Матфея 26 главе Он говорил об исходе Своем. But in the previous chapter, Matthew 25, Но в предыдущей главе, 25 главе, He speaks a different message. Он говорит на другую тему. And I believe И я верю, Matthew must have been the one who reminded them. Матвей был, возможно, тот, кто напомнил им об этом. He said, here we are filled with the Holy Ghost. Он говорит, вот мы здесь находимся, исполненные Духа Святого. We speak these languages and we edify one another. Мы говорим на языках и наставляем друг друга. We have wonderful meetings. У нас прекрасные собрания. God is blessing us. Господь благословляет нас. Let's just stay here and enjoy this. Давайте останемся здесь и будем наслаждаться And этим. suddenly a bolt of lightning. И затем неожиданно свет яркий. Matthew 25 Матвея 25 глава. comes like a thunderbolt out of heaven. Она была подобна грому с небес. And suddenly the terror strikes the church. И неожиданно страх потрясся церковь. If we're going to be a witness to who Jesus is, Если мы хотим быть свидетелями тому, кто есть Иисус, we have to deal with Matthew 25. мы должны прочитать 25 главу. And folks, I want to tell you something.
Я должен сказать вам что-то. I started working with drug addicts and alcoholics 40 years ago. Я начал работу с... Helped establish drug centers all over the world. И я помог основать реабилитационные центры по всему миру. Work with prostitutes and homeless children and widows. Мы работали с проститутками, с бездомными людьми, с вдовами. That's how I started. Это было начало моего служения. I've been mostly a street preacher. Я был проповедником на улицах. But you see, I became an evangelist. Но видите ли, я стал евангелистом. And I started traveling in mass crusades. И я начал проводить большие крусейды. And I got away И я ушел из этого from служения. involvement От вовлечения with the needs of the people. в служение нуждам этих людей. I gave money now. Я теперь даю просто деньги. I would hold banquets and give them money. Я провожу большие банкеты и даю деньги людям. But for years I didn't talk to drug addicts anymore. Но на протяжении многих лет я больше не разговаривал с наркоманами. I bought a food truck so others can take the food out on the streets. Я купил грузовик, который развозит еду по But улицам. I was never on that food truck one time myself. Но я ни разу сам не сел в эту машину. And one day I was in prayer. И один день я молился. And the Holy Ghost made me look at Matthew 25. И Дух Святой показал мне 25 главу Матфея. And once again reevaluate what I believe Holy Ghost baptism is. И я еще раз переоценил то, что является крещением Духа Святого. What is a Holy Ghost church? Что есть церковь Духа Святого? What is a Holy Ghost preacher? Что есть проповедник Духа Is Святого? it somebody who stands up like a man of majestic power? Является это человек, который подобен, являет силу свою какую-то A магическую. man who casts out devils and demons? Человек, который изгоняет дьяволов и демонов. Or is he a man who weeps over the lost, the widows and the poor and the orphans? Или это человек, который оплакивает вдов, сирот и бездомных людей? Turn with me to Matthew 25. Давайте откроем вместе с вами Матфея 25 главу. It begins with the judgment on the nations. Речь здесь начинается о суде над всеми нациями. Sheep nations and goat nations. Нации овец, нация овец и нация козлов. It says that he's going to gather all the nations before him. Библия говорит о том, что он соберет все нации пред In ним. the original Greek, it means peoples, the peoples of the nations. На оригинальном греческом языке это обозначает народы со всего мира. He's not talking about Germany, he's not talking about this country, he's not talking about any individual country. Он не говорит о Германии или той или иной стране. Name me one sheep nation. Одна нация, подобная овцам. Do you think the United States is a sheep nation? Думаете ли вы, что Соединенные Штаты подобные нации, соотносящиеся к овцам? We are a very charitable nation, Мы нация, которая жертвует много. but we're a wicked nation. Но мы также и нация, которая разносит грех. He's not going to bless us on the judgment day. Он не благословит нас в день суда. There are no sheep nations. Нет наций, подобных овцам. Is this country a sheep country? Является ли эта страна, подобная овце? Are your leaders going to stand on the judgment day and the Lord say, come into my glory, come into my presence because you've done these good things? Будут ли ваши лидеры стоять в день судный, и Господь скажет им, придите ко мне, сделали ли вы эти хорошие вещи? You visited the poor and you visited the prisoners and you clothed the naked and you fed the hungry. Вы посещали бедных, вы посещали обездоленных, вы ходили в тюрьмы, вы одевали их и кормили их. Has nothing to do with nations as individual nations. Ибо здесь речь идет об каких-то нациях. This has to do with people. Речь здесь только лишь о людях. It has to be about you and it has to be about me. Речь здесь идет о нас с вами. Now I come to the 25th chapter, Я открою 25 главу, verses 41 to 46. 41 по 46 стихи. Then shall he say unto them on the left hand, Это скажет и тем, которые по левую сторону. Depart from me, ye cursed, Идите от меня, проклятые, into everlasting fire, в огонь вечный, prepared for the devil and his angels. уготованный дьяволу и ангелам For I его. was hungry, Ибо я был you голоден, gave me no meat. и вы не дали мне есть. I was thirsty, you gave me no drink. Жаждал, и вы не дали, напоили I меня. was a stranger, and you didn't take me in. Был странником, и не приняли I меня. was naked, you didn't clothe me.
Был наг и не одели меня. Sick and in prison and you didn't visit me? Болен и в темнице, не посетили меня. Then they'll answer him and say, Lord, Тогда они скажут ему в ответ: when did we see you hungry or thirsty, Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, or a stranger or naked or sick, или странником, или нагим, или больным, and in prison and we didn't minister to you? или в темнице не послужили Тебе? Then shall he answer them, Тогда скажет им в ответ: Verily I say unto you, истинно говорю вам, inasmuch as you did not do it one of the least of these, так как вы не сделали этого одному из этих меньших, you did it not to me. то не сделали мне. These shall go away into everlasting punishment, И пойдут они в муку but вечную, the righteous into life eternal. а праведники в жизнь I вечную. hear no mention of adultery or fornication or drugs or alcohol. В этом местописании я не вижу ни одного упоминания о прелюбодеянии, наркотиках или алкоголе. Now look at me. Посмотрите на меня внимательно. Those are damning sins. Это все грехи, которые ведут в ад. But that's not the criteria of judgment here at this judgment when the world stands before him. Но это не есть тот критерий, на основании которого мы будем судимы. When I looked at this, Когда я читаю это местописание, I fell on my face weeping before God. я падаю пред Господом на лицо свое и плачу пред Ним. This is about a year ago. И это произошло год назад. I just fell down on my face Я упал на лицо свое. because I said, God, Я сказал: Господь, I don't find myself there. я не вижу себя там. I give, Я даю, but I don't find my hands involved. но я своими руками не вовлечен в это служение. I don't see myself fulfilling this word. Я не вижу себя исполняющим это слово. See, that's the only criteria of judgment I see here. И это единственный критерий суда я вижу здесь. I was hungry. Я был голоден. You had no feeding program. У тебя не было программы, которая кормила людей. I was naked. You didn't clothe me. Я был наг, и ты не одел меня. I was sick in your prison and you didn't visit me. Я был больной в темнице, и ты не посетил меня. You did nothing about the widows and the orphans. Ты ничего не делал для вдов и сирот. Look, I dare you to get your concordance and read in the Old Testament about widows and the fatherless. Я хочу бросить вам вызов, чтобы вы открыли ваши And you see it симфонии over and over and over again, the father's heart for the widows and the orphans. и прочитали о вдовах и сиротах, и вы увидите, откроете для себя сердце отца по поводу вдов и сирот. The widows and the fatherless Вдовы и сироты, and the heart of God. они близко к сердцу Божьему. I preached this message in Germany, Я проповедовал эту же проповедь в Германии, and many received it. и многие из них приняли But ее. other pastors came to me Но другие пастыря подошли ко and мне. said, you can't preach that here in Germany. Они говорили: ты не можешь проповедовать это в Германии. Our government has all these... И не обязательно это, ибо правительство делает это. No. Нет. This is the work of the Church of Jesus Christ. Я должен сказать, что это есть работа Церкви Иисуса Христа. And He calls me as a minister. И Он называет меня Его служителем. I pastor a large church. Я являюсь пастором крупной церкви. Yes, I'm a busy man, Да, я занят. but I have to stand before the throne, Но я предстану в один день пред троном. and I have to answer this. И я должен ответить на этот вопрос. Because you did not get involved. Потому что ты не был вовлечен. You did not have your hands in it. Твои руки не работали You там. were not involved in it. Ты не был частью этого служения. It's one thing to stand in the pulpit. Это одна вещь — стоять на сцене. It's one thing to fast and pray. Это другая вещь — поститься или And молиться. all through this conference I've been preaching about prayer and seeking the face of God and being shut in with God. И на протяжении конференции я проповедовал о посте и молитве и о проведении времени с Богом. But if you do shut yourself in with God, Но если вы проводите все время с Богом, you're a man or woman of prayer, и вы молитесь, and you get the heart of God, и вы видите сердце Отца, you're going to face Matthew 25, вы увидите также 25 главу Матфея, and God won't let you get away from it, и Господь не позволит вам пройти мимо and He ее. doesn't let me get away from it. И Он не позволил мне пройти мимо ее. I found out that in New York City, Я узнал, что в Нью-Йорке we have 25,000 widows 25,000 women on the streets with their children, no husbands. Я узнал о том, что 25 тысяч женщин, они сейчас на улице, и у них нет мужей. They can't go into the city shelters Они не могут идти в городские прибежища, because they're robbed and they're mugged and their children are not safe. потому что они были их обокрали, и их дети не спасены.
And I look at my fancy building. И я смотрю на свое красивое здание. And I drive a nice car. И езжу в хорошей машине. And I thank God for His blessings. God did this. He gave it to us. И я благодарю Бога за Его благословение, ибо Он дал нам это. But God said, what are you going to do about it, David? Но Бог говорит, что ты сделаешь по этому поводу, Давид. When in the lobby of my fancy church, Когда в фойе моей красивой церкви a homeless mother sits with an old tattered suitcase бездомная мать сидит со старым чемоданом and 3 little children. и 3 маленьких ребенка. One of them's 5 years old Одному из них 5 лет. and looks in my eyes И они смотрят в мои глаза. and said, we're sleeping on the streets. И они говорят, мы спали на улицах. Walk down another street. Я пошел по другой улице. There's a mother Я увидел там другую мать, sleeping on the streets. спящую на And улице. she's been in Times Square Church. И она ходила в нашу церковь. And she said, hello, Pastor. И она сказала, здравствуйте, пастор. I made God a promise. И я пообещал Богу. Last thing I want to do before I die. Последняя вещь, которую я хочу сделать перед смертью своей. My last gift to you, Jesus. Мой последний дар тебе, Иисус. And I want it to be your gift to me. И я хочу, чтобы это был твой дар мне. I want a home, Я хочу открыть дом, a shelter прибежище for these women для этих женщин and their children. и их детей. And God made me a promise. И Господь пообещал мне. And I hope that by this time next year, И я надеюсь, что примерно в это же время, в следующем году, in our own church, в нашей церкви, some people told me люди сказали мне, there are at least 50 homeless mothers что около 50 бездомных матерей in our own church. в нашей собственной церкви. I was naked. Я был наг. And you see, we stand before Him. Видите ли, мы стоим перед Богом. He says, depart from me. И мы говорим, помолись за меня. You didn't know me. И вот ты не знал меня. I was hungry, Я был наг. thirsty, Я жаждал. naked. Я был наг. Bible says, Библия говорит, what does it profit, my brethren, какая польза брату моему? though a man says he has faith, Хоть человек говорит, у него есть вера, but he has no works? но у него нет дел. Can faith save him? Может ли вера спасти его? If a brother or sister is naked, Если брат или сестра ноги, destitute of daily food, и у них нет пищи, and one of you say to him, и один из вас говорит ему, depart in peace, be warmed and filled, уй, отойди с миром, будь в мире, but you don't give him the things that are needed for his body, но вы не даете ему вещей, которые необходимы для тела его. what does it profit? Какая выгода вам, какая польза вам от этого? There are going to be many go to the judgment. Очень много людей, будет много козлов на судный день. They're convinced that they're sheep. Они уверены в том, что они являются They're овцами. going to find out they were not sheep. Они узнают о том, что они не овцы. They're going to say, Lord, И скажут, Lord, Господь, Господь, we didn't understand. мы не понимали. We went to church, we fasted, we prayed. Мы ходили в церковь, постились и молились. But you see, they were so absorbed in self-consumption, Но видите, они были настолько поглощены собою. so absorbed in their own needs and families, Они были настолько поглощены собственными нуждами и семьями. not personally involved in any kind of ministry to the poor and the needy. И лично не были вовлечены в служение бедным и If нуждающимся. any man love this world, Если любой человек, который возлюбил the love мир, of the Father is not in him. любовь Отца не в нем. No thief, Никакой вор, no covetous person никакой жадный человек shall inherit the kingdom of God. не наследует Царство Божие. And when we stand before Him, И когда мы стоим перед Ним, and we've lived only a selfish life, и мы жили жизнью эгоистичной, I don't care how much you pay for your suits and dresses. мне без разницы, сколько вы платите за свою одежду. God doesn't care what size or kind of car you drive. Богу безразлично, на какой машине вы ездите. He delights in blessing His people. Ему нравится одевать своих людей. But are you taking it all to yourself? Но вы берете это все себе. Are you involved at all in the needs of the people around in this city of Kyiv? Вовлечены ли вы в Are you нужды proud? людей в Киеве или в вашем городе?
I'm telling you, if you're a pastor Я должен сказать вам, если вы пастор, and your church doesn't have a feeding program, и ваша церковь не кормит голодных, if you don't have your people bringing their clothes in and saying to the poor, come, we'll put a coat on your back for the winter time, if you don't have a place, a little room somewhere, anywhere, some little start. если вы не открываете, не даете возможность прихожанам церкви своей приносить одежду, и вы начинаете с малого, вы эту одежду начинаете складывать просто. I'm going to get real honest with you. Я буду честен с вами. Some of you people, and I say it lovingly, Некоторые из вас, я хочу сказать это с любовью, because I've begged God to give me grace and mercy when I preach. потому что я молил Бога, чтобы Он дал мне милость, когда я проповедую. I've had a reputation of being nothing but a doomsday preacher. У меня была репутация о том, что я проповедую только лишь судный день. And I've asked Him for grace and mercy. И я молю о благости и милости Божией. Some of you Некоторые из вас get angry, злятся. and you say to the churches in this city, И вы говорите церквям в этом городе, large churches. большим церквям. I have 2 or 3 in mind, У меня 2-3 церкви, которые у меня на уме. and I won't mention them. И я не буду поминать их. But the people flock to these churches, Но люди идут в эти церкви. and they clap their hands, И они хлопают в ладоши. and they're happy people, И они радостные. and God is blessing them. И Господь благословляет их. But I want to tell you something. Я должен сказать вам что-то. I know those churches. Я знаю эти церкви. They're feeding the poor. Они кормят бедных. They're working with drug addicts. Они работают с алкоголиками и They're наркоманами. working with homeless. И бездомными людьми. That's why God's blessing. И вот почему Бог благословляет их. You can make fun of them all you want. Вы можете смеяться над ними, сколько бы вам не хотелось. You call it false doctrine, anything you want to say. Вы можете назвать это лживой доктриной или как бы вам не хотелось это называть. But when I read my Bible, Но когда я читаю свою Библию, that's the criteria of judgment. это есть критерий суда. A denominational preacher came to one of my elders. Один деноминационный проповедник, он пришел к старейшинам церкви моей. He says, does your church have a membership? Он спросил, есть ли членство в вашей церкви? My elder said no. Мой старейшина сказал, нет. We just don't have a membership. У нас нет членства в церкви. I'm not against that. Someday we will probably. Я не против этого. Возможно, в один день у нас будет членство в церкви. Does your church have a constitution? Есть ли у вашей церкви конституция? He said no. Я сказал, нет. He named a whole list of things. И он перечислил целый список вещей. He said, then you don't have a church. Когда он говорит, у вас нет церкви. My elder said, may I ask you a question? Мой старейшина сказал, You могу ли asked я me задать вам вопрос? about ours? Вы спросили меня о моей He says, does церкви. your church have a feeding program? Мы спросили, кормите ли вы голодных в вашей церкви? He said, no. Он сказал, нет. Do you clothe anybody? Одеваете ли вы людей? No. Он сказал, нет. Do you have a prison ministry? Есть ли у вас служение тюремное? No. Он сказал, нет. Do you have a hospital ministry? Есть ли у вас служение для того, чтобы служить людям в больницах? He said, no. Он сказал, нет. My elder said, you don't have a church. Мой старейшина сказал, у вас нет церкви. You don't have a church. У вас нет церкви. This was the sin of Sodom. И это был грех Содома. Pride, Гордость, fullness of bread, that means prosperity, процветание, abundance of idleness, идолопоклонство. but she did not strengthen the hand of the poor and the needy. Но Содом не поддерживал руку голодных и нуждающихся. Not a word is said of homosexuality. Здесь ни одного слова не сказано о гомосексуализме. What was the sin of Sodom? Какой был грех Содома? Why did God destroy it? Почему Бог разрушил его? Prosperous, Процветающий город, idle, идолов, and had no heart for the poor. которые, эти люди, они совершенно не заботились о бедных. You say that's not in my Bible?
Вы можете сказать, что это не в нашей Библии. Let me read it to you again. Позвольте мне еще раз это для вас прочитать. Behold, this is the iniquity of Sodom. И вот грех Содома, Pride, гордость, fullness of bread, изобилие и полнота хлеба, abundance of idleness. идолопоклонство. But she did not strengthen the hand of the poor and the needy. Но она не поддерживала руки нуждающихся и голодных. Can I give you a promise? Могу ли я дать вам обещание? Don't turn there, but it's in Isaiah 58, Не обязательно открывать, но это 58 главы Исаии. one of my favorite chapters in the Bible. Одна из моих самых любимых глав в Библии. If you draw out your soul to the hungry, Если вы изольете душу вашу бедным, if you satisfy the afflicted soul, если вы насытите душу then shall thy light rise in obscurity. изнемогающую, Your darkness will be as the noonday. тогда ваша тьма будет как день светлый. The Lord will guide you continually. Господь будет управлять He'll вами. satisfy your soul in drop. Он наполнит вашу душу, He'll make fat your bones. и Он уточнит ваши кости. You will be like a watered garden, Вы будете как сад like a политый. spring of water, Вы будете источником воды. whose waters will never fail. Чего-то, воды никогда не прекратятся. Hallelujah. Аллилуйя. I argued about preaching this message here. Я спорил по поводу того, проповедовать ли мне эту проповедь здесь. I said, Lord, why should I preach it here? Я сказал, Господь, почему я должен проповедовать ее здесь? And I didn't know until I sat here. Я не знал этого, пока я не сел здесь. But I know He told me to speak it. Но я знаю, что Он сказал мне проповедовать. Ukraine is a very giving country. Украина очень радушная страна. I know of over 100 centers for drug addicts in your country. Я знаю, что существует Christian. около 100 христианских центров для наркоманов в вашей стране. And I hear from people everywhere. И я слышу от людей повсюду. I get letters and calls. Мне звонят и мне пишут письма. We want to start a drug program. Мы хотим начать программу реабилитационную программу. I think that's wonderful. И я думаю, что это замечательно. But this is for every pastor, Но я сейчас обращаюсь к каждому пастору, every church. каждой церкви. It's not just on Christmas giving out giving out a package on Christmas. Это не просто подарок на Рождество. This is a year-round thing. Это круглогодичное служение. It's a ministry. Это служение. And folks, let me tell you, И позвольте мне сказать вам, I made God a promise. я пообещал Богу, As soon as the doors of our house opens, как только двери нашего дома откроются, once a week at least, по крайней мере,